В народе бытует понятие, что работа почтальона легка и проста. Требуется только ходить по улице и класть газеты в почтовые ящики. Однако это представление превратилось вспять, когда Есия провела один день жизни почтальона горного Улуса. Нашей героиней стала Светлана Леонтьева, которая прошагала на должности почтальона за 38 лет неизмеримое количество километров по родному Бердигастаху. Ветеринар по образованию, Светлана оказалась настоящим трудоголиком и отзывчивым и примерным почтальоном. Один день начинается с 5 часов утра в столице республики, когда шофер Почты России Дмитрий Баишев заводит свой грузовик, чтобы за 4 часа доставить почту в Бердигастах. Сортировщица Тамара Макарова, которая уже работает более 40 лет, пересчитывает газеты и раскидывает их по 8 местным отделениям, сверяя по таблице. Ошибки здесь не допускается, потому что все придется подсчитывать заново. Одно из отделений, в которые рассортировала почту Тамара Макарова, является участок нашей героини Светланы Леонтьевой. Пересчитав и рассортировав все свои газеты, письма и журналы, Светлана начинает писать на них адреса. Всего этих адресов не меньше 300 дворов. На всю эту работу перед обходом участка уходит 2-3 часа. Итак, набрав полную почтовую сумку, тепло одевшись и в мыслях проложив маршрут, наш почтальон начинает свой давно знакомый путь. Сумка сама весит 10 килограмм, а ходить с ней нужно до вечера. Наш почтальон отмечает, что в каждой работе есть свои минусы, а в ее работе это свободно гуляющие собаки. Их хозяева часто выпускают по вечерам и забывают обратно привязывать. Бывали случаи, когда собаки набрасывались на почтальонов, но Светлана всегда защищалась своей сумкой. Вторым минусом она отмечает якутские холода. Именно при них газовые баллончики, которые им выделяют от защиты собак, замерзают. Светлана Леонтьевна звук знает каждый двор. Через непонятные строения по редким тропинкам она вновь и вновь оказывается в нужную почтовую ящику. Каждый подписчик знает нашего почтальона лично и довольно подробно. Они отзываются как о самом добросовестном работнике. Большинство опытных почтальонов из-за нехватки зарплаты делают дополнительный доход от продажи газет, открыток. Бердигастахские почтальоны считаются одними из лучших в республике из-за того, что они ответственно относятся к своей работе и активно подписывают население на дому. К этому люди уже привыкли и всегда ждут почтальонов с готовой суммой денег без сдачи. Так, домик за домиком газеты сумки Светланы Леонтьевой становилось все меньше, а подписчиков на следующее полугодие больше. Обойдя за день 300 дворов, ей не становится скучно. Она напевает любимые песни, ведь она занимается в женском ансамбле «Тоюк». В каждом доме ей тепло встречает заваренный чай. Хочет согреться, но она отказывается. Ее ждут еще другие домохозяева.